сезонных рисках говорим в ближайшие несколько минут в прямом эфире программы интервью Башкирского спутникового телевидения. Сегодня вместе с нами первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Башкортостану Эдуард Идрисов. Эдуард Минвалиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Главный сезонный риск на сегодня, на ваш взгляд, в чем он заключается? Ну, с наступлением осенне-зимнего периода, да, у нас основные риски — это возникновение пожаров от электротехнических причин, от электрообогревательных и от печного отопления. Это основные причины возникновения пожаров и гибели людей в этот период. И также у нас сезонные риски — это с наступлением ледостава, да, то есть у нас риски утопления, ухода под воду именно при нахождении людей на льду. Давайте по порядку. Уход по технике под лед и риски при рыбной ловле и нахождении на льду. Давайте по порядку. Пожары. Что говорит нам статистика? Наиболее часто где происходит, что не учитывают собственники жилья, да? И вот с начала года как выглядит картина? На сегодняшний день по республике у нас произошло 10 680 пожаров. При них погибло 222 человека и, к сожалению, 10 детей. Основными причинами пожаров — это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Ну и также в этот период у нас добавляется это нарушение при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления. Вот это три основные причины, которые приводят к пожарам в данный период и гибели людей, к сожалению, при них. Когда мы делаем интервью, мы часто призываем и телезрителей нашего телеканала, да, и всех жителей использовать пожарные извещатели. Все-таки вот стали ли люди активнее их применять? Все-таки их эффективность, она ведь доказана? Доказано на сегодняшний день. Я бы хотел сказать о том, что в соответствии с указом главы у нас 2016 года данная программа работает. Наиболее активно, конечно, это последние 2 года. У нас более 240 тысяч извещателей на безвозмездной основе определенным категориям лиц установлено. Кроме этого, граждане активно сейчас сами видят и приобретают. Есть у нас хорошие примеры, допустим, Зубова предприниматель. Он всем жителям Зубова, я хотел бы на это обратить внимание, у него магазин, при предъявлении прописки он бесплатно в своем магазине выделяет извещатели. Да? То есть люди есть те, которые сами о себе думают, но также о своих окружающих. Ну, если эта практика будет на всю республику расширена, конечно, если да, у нас будут сознательные предприниматели. Да, в настоящий момент я бы не хотел озвучивать это, да, то есть я просто позиционирую, а в принципе мы о данном человеке готовим и цикл информации, и через вас будем о нем говорить. Это человек с большой буквы, с хорошим сердцем, да, и возвращаясь к вопросу об эффективности извещателей, я уже сказал, 240 тысяч, более 240 тысяч установлено, при этом подтвержденные только данные, у нас 470 человек спасено, из них 100, благодаря извещателям, 194 это из них детей. Это подтвержденные случаи. Это не говорит о тех случаях, которые на порядок больше. Это где извещатель вовремя сработал и подразделения пожарной охраны не вызывались и других экстренных служб. Но мы понимаем, что самые сильные холода, они еще впереди. Да? Пока еще сильной нагрузки такой не было, и, может быть, даже не все использовали там обогреватели, чтобы было теплее дома. Ваши рекомендации, пожалуйста, никогда не будет лишним их повторить. Да. Самое главное, это у нас более 40% пожаров в данный период, это от электротехнических причин. Во-первых, при монтаже и эксплуатации электрооборудования соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Монтаж проводить специализированные организации с привлечением специалистов, не допускать эксплуатацию электропроводов и электрооборудования с поврежденными частями, неисправны, тем более самодельных обогревателей. Вот это основное, что может позволить не перегружать электросеть, то есть элементарные требования. Если мы будем соблюдать, не допустим пожар. Безопасность, да, должна быть превыше всего. Тонкий лед. Давайте обсудим, как выглядит картина сейчас. Можно ли уже выходить на лед? Как определить, где можно выходить, да, и проводятся ли рейды сотрудниками МЧС?
С 1 декабря у нас по республике объявлена операция «Тонкий лед». В течение месяца будут предприняты усиленные меры профилактики, это с использованием и средств массовой информации, а также у нас по республике 868 профилактических групп в органах местного самоуправления, куда входят и наши сотрудники. Они проводят профилактические рейды. В минувшие выходные у нас проходил рейд, на котором участвовал заместитель премьер-министра республики Сагитов Эрик Кириваревич. То есть и правительство республики, и органы местного самоуправления, сотрудники МЧС России и иных ведомств активно участвуют в данном мероприятии. Проводят разъяснительная беседа, в том числе с использованием средств, и, то есть судно на воздушной подушке мы видим. У нас по республике 12 традиционных мест выхода рыбаков на лед. В данные места у нас на особом контроле. Рекомендации рыбакам. Куда все-таки идти безопаснее? Ну, рекомендациям рыбакам мы можем им просто довести о том, что нельзя выходить на неокрепший лед. С собой всегда брать шансовый инструмент, то есть они уже не первый день рыбачат, да, то есть это и без ничего не выходить, и проверять толщину льда и крепкость льда, то есть не ногой, а специальными средствами, для того, чтобы избежать трагедии, конечно, трагедии, и несчастных да. случаев, да. Да. Эдуард Минвалевич, в течение года МЧС всегда предупреждает об ухудшении погодных условий, но сейчас эти СМС стали приходить на телефон гораздо чаще. Да? Дайте, пожалуйста, рекомендации автомобилистам, как на дороге избежать всевозможных трагедий. Самое главное, надо содержать технику исправную, готовую ее к эксплуатации в зимний период. Это и, то есть вовремя ее переобуть. Но и самое главное, это соблюдать скоростной режим, соблюдать требования безопасности на определенных участках и руководствоваться рекомендациями, исходя из погодных условий. При ухудшении погодных условий мы всевозможными способами, то есть и СМС информируя, а также у нас есть КВ радиостанции, мы предупреждаем дальнобойщиков об ухудшении погодных условиях. С учетом этого можно и выбрать маршруты и время нахождения, так скажем, на дороге. Берегите себя. Соблюдать скоростной режим. И все правила дорожного движения, это все-таки самое главное. Да. Помимо того, что нужно содержать в надлежащем состоянии свое транспортное средство. Да. Давайте поговорим по поводу предстоящих новогодних праздников. Уже очень многие задумываются о том, чтобы купить фейерверки различные. Да. Вот здесь как не допустить ошибку? Да, с приближением праздников у нас это наиболее частая проблема и задающий вопрос — это приобретение пиротехники. Прошли те времена, когда у нас пиротехника продавалась практически каждой подворотне, да, то есть на стихийных рынках. Сейчас у нас достаточно специализированных, цивилизованных магазинах, где соблюдаются требования и продается пиротехническая продукция под соответствующие требования безопасности. То есть это наличие сертификатов. Ни в коем случае нельзя приобретать пиротехнические изделия без инструкции, с поврежденным корпусом, со стертостями текста и так далее. Ну и о чем это говорит, если этикетка повреждена? Повреждена о том, что это может быть некачественный и не сертифицированный продукт. И при приобретении пиротехнических изделий в специализированных магазинах необходимо требовать сертификат, и специалист по продаже обязан проинформировать о необходимых требованиях по безопасности. Я знаю, что создано приложение МЧС России для мобильных телефонов. Какую информацию там можно получить, для чего это нужно? Да, на сегодняшний день МЧС России разработан данный программный продукт. Его можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Да. Данный программный продукт позволяет даже при отсутствии связи, интернета элементарно сообщить о существующей проблеме, экстренно вызвать службы, которые необходимы,
И самое главное, там при любой сложившейся ситуации он может предложить вам алгоритм действий, который позволит избежать последствий. То есть элементарно разбили градусник, там полный алгоритм действий, как это поступить. Увидели человека там с такими-то проблемами, то же самое сообщили, алгоритм действий полностью прописан. Прежде всего, данное приложение направлено на простых граждан. Да, то есть, Школьники могут использовать? конечно, с любого возраста. То есть, если у них есть гаджеты, которые позволяют скачать, в принципе, это любое устройство, они могут использовать, и там на доступном языке. Все это, как скажем, на доступном языке доводится для того, чтобы можно было правильно среагировать и правильно себя повести в данной ситуации. Ну и самое главное, конечно, сохранить жизни Да. и имущество. И все-таки резюмируя наш разговор, сезонные риски. Мы поговорили про пожары, безопасность на дорогах, тонкий лед, это безопасность на водоемах. Как нужно себя вести вот сейчас, вот зимой, да, в холодное время года, все-таки такие общие рекомендации? Общие рекомендации, ну, наверное, самое главное сейчас в настоящий момент, да, я бы хотел обратить внимание, что нужно беречь себя, это здоровье, да, то есть у нас на территории Республики Российской Федерации режим повышенной готовности, да, то есть необходимо соблюдать требования по нераспространению COVID-19, об этом нельзя сказать, да, но и все, что касается МЧС России, тоже этим занимается, да, то есть мы профилактические мероприятия принимаем участие и организуем их. Хотелось бы обратить внимание, что в данный момент мы уже говорили о том, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, да, то есть также при выходе на лед контролировать все свои действия, да, то есть необходимые средства спасения при себе иметь, ни в коем случае не отпускать одних детей. Хотелось бы обратить внимание на это взрослых. Если даже взрослые с детьми выходят, то есть дети потом, исходя из того, что взрослые также делали, они могут и сами самостоятельными. Поэтому ни в коем случае не выходить на лед, соблюдать требования пожарной безопасности. Хотелось бы обратить внимание, что вот риски сезонные, это у нас по пожарной безопасности, это электротехнические причины и неосторожное обращение с огнем. То есть берегите себя, не нарушайте требования пожарной безопасности. Спасибо большое, Эдуард Миневалевич. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Башкортостану Эдуард Идрисов, и мы говорили о сезонных рисках. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких. Смотрите БСТ, не переключайтесь.